И это все о нем, человеке, украсившем своим творчеством время и пространство, принадлежавшие ему. Он был сыном своей земли и был ярчайшей личностью своей эпохи. Он так небольшого роста, а очень многие композиторы высокие были такие. Но он при этом всегда стоял очень так твердо на земле. Он был такой несуетливый, а все как-то склоняли голову перед ним. Я думаю, что все отмечали его необыкновенную харизму. В нем была очень интересная и своеобразная энергетика. Вот, наверное, все, кто его знал, помнят его голос. Такой низкий, густой, с очень большой энергетикой. Вот если его не видеть самому, этот голос мог принадлежать огромному человеку. На самом деле так и было, по сути, вот его человеческая суть. Но начинал я свое творчество с песни. Это было давненько, в 1934 году, в сентябре месяц. Вот стукнуло с тех пор 49 лет. Наверное, он был бас, а может баритон, но такой драматический баритон. И когда он начинал говорить, вообще о чем-то, все замолкали и все очень внимательно слушали. Он обладал непререкаемым авторитетом. У него была железная воля, которая в то же время связывалась с настоящей человеческой добротой. Он не только композитор, он еще потрясающий деятель был. Он помогал людям во многом, помогал с выездами, делать концерты как-то, значит, молодежь там поднимал. Он большой был такой, большой человек. Каждому жителю Буретии известен канонический портрет Бауимпилова. Портрет человека с характером ярко выдержанным и очень строгим. Ну вот люди со стороны говорили, что он довольно немногословен, как-то несколько официален, может быть, говорили. Потому что он никогда на людей не... Вот по улице идет, всегда голова вниз. Даже, возможно, никого не видит. И всегда думали люди, даже мои друзья, папа твой такой серьезный прошел мимо. А он, может, в этот момент что-то, мелодия какая-то ему в голову пришла и что-то написал. Вот где-то вот она, эта музыка звучит. Он хочет ее уловить, он ее чувствует, понимаете? Поэтому он так вот думает, и нельзя его в это время даже трогать, потому что у него идет процесс творческий там внутри. Вдруг музыка вот эта зазвучала. Ни портретный, ни канонизированный Бау Базарович Импилов был совсем другим человеком. Очень требовательный, очень строгий. А в жизни он может, вот так где-то в перерывах мы встречались, он мог и анекдот рассказать, и что-нибудь такое интересное, смешное. В общем, такой был очень веселый. Он такой балагур был. Между прочим, в этом наши лесники виноваты. Я по природе человек жизнерадостный. А людей же я люблю. И тут понимаешь, что строгость Бауимпилова шла от высочайшей требовательности, прежде всего к самому себе. Строгость и требовательность композитора имела основы уважения к тому дару, которым наделила его родная земля. В официальной биографии Бауимпилова указано, что он родился в 1916 году в Улусе-Булак. Село с таким названием в Кижингинском Аймаке действительно существует, но находится почти на самой восточной окраине долины. А родился будущий композитор не в селе, а в местности Булак, чуть южнее села Ушхайта. А Ушхайта – это, по сути, село, спутник районного центра.
Отсюда очень хорошо видно нашу священную гору Чилсана. Хотя Кижингинская долина обширна, гору видно отовсюду. А у людей, живущих или родившихся здесь, всегда присутствует ощущение, что великий Чилсана Бурылбаве смотрит на каждого из нас. А мой дядя родился именно здесь. Здесь был их летник. Представители нашего рода жили сплошной полосой от гор к югу до того места, где сейчас западная окраина села Кижинги. Переливы народных песен сопровождали маленького Бао Даржи с самого рождения. Его мама знала огромное количество старинных песен и часто пела. Пели сестры, пели все окружающие. Мощным музыкальным фоном в детстве Бао Ямпилова была еще и буддийская музыка. До основания разрушенный после революции Кижингинский Дацан был одним из самых крупных монастырей Бурят-Монголии и находился рядом с родовыми местами будущего композитора. Сегодня я пришел почтить наше родовое место. Никогда не брызгаю водкой, только белой пищей. Это наша традиция – уважать свой род. По словам Элеоноры Бау-Даржиевны, единственной дочери композитора, ее родственники по отцовской линии отличаются большим трудолюбием и крайней прямотой. Сам Бао Базарович, естественно, тоже был носителем этой яркой фамильной черты. Если человек нравится, то может сказать нравится. Не может, говорил нравится. Если плохо поешь, он говорил плохо поешь. Если начальник плохой, говорил плохо. Если хороший, значит любил, дружил. По ее же словам, ее кижингинские родственники наделены самыми различными талантами. Например, внучатый племянник Бао Базаровича – известный боксер, участник Пекинской олимпиады, а ныне тренер и директор спортивного клуба «Намто» Батоманкоб Ванкеев. Кижингу в Бурятии называют «долиной талантов». Из этих мест вышло очень много крупных деятелей искусства, культуры, науки и спорта, то есть людей, горящих огнем творчества. Народная молва гласит, что великий эгрегор горы Чилсана – один из 13 северных хатов. В прошлом то ли великий воин, то ли сподвижник Чингисхана. Ныне благоволит именно людям искусства. Музыка жила в его сердце, дух и разум искали форму этой музыки. Бао Ямпилов каждый день по несколько часов стоял и смотрел в это окно, выходящее на улицу Ленина. Музыка обретала жизнь и уходила в мир, в сердца других людей. Бао Базаровичу предлагали переезд в более просторную и более комфортную квартиру. Но творец категорически отказывался. В той квартире не было этого окна, смотрящего на восток. А на востоке была его родина, дававшая ему силу. Я вот в нем чувствовала такую крепость духа, он очень крепкий человек был. Бао Ямпилов никогда ни при каких обстоятельствах не демонстрировал каких бы то ни было признаков религиозности. Я не думаю, что он об этом не размышлял. Наверняка размышлял. Ну, просто такое время было суровое, что люди сидели только вот на кухне, могли об этом поговорить. Все, не более. Я точно знаю, что в душе он, конечно, про себя, наверное, обращался к Чилсане, духу Кижингинской долины. И всегда часто ездил на родину. Наверное, не просто так ездил на родину. Ездил вот на гору. Ну, вот Тонтаню так. И там, конечно, в душе, наверное, должно быть, я так думаю, молился. Потому что без этого, ну, я думаю, Ямпилов не был бы Ямпиловым. Это все.
Вижу кругом поля Востока, и вся душа моя твоя. В творческом наследии Бауэмпилова 6 опер, 2 балета, 2 музыкальные комедии, 11 кантат, целая палитра оркестровых и камерно-инструментальных произведений и свыше 300 песен и романсов. А говоря о балете, не будет ни малейшим преувеличением сказать, что «Красавица Ангара» была и есть жемчужиной балетной Бурятии. Я являюсь одним из авторов этого произведения. Причем за это время балет беспрерывно в Атулановденском оперном театре идет всегда с аншлагами. Этот балет будет жить очень, ну, я не знаю, тысячелетиями, наверное. Что-то там внутри закодировано. Вот это какой-то кодовый балет, я так скажу. Кодовый балет бурятской нашей ментальности. Лариса Иннокентьевна Протасова начала творческую карьеру с работы в одноактном балете Бауэмпилова «Патетическая баллада». Ей было очень интересно жить в такой музыке. Диссонансная вот такая музыка, наверное. Но своей вершиной каждая бурятская балерина считает «Красавицу Ангару». Музыка там тоже очень своеобразная, яркая музыка Бау-Базарыча. Вообще любила эту партию всегда. «Красавица Ангара», там, во-первых, идет сплав идет классического и национального в этом балете. Яркое, наверное, так вот скажу, в моем репертуаре. Ну и на этой партии выросли очень много поколений, начиная с Ларисы Петровны Сахьяновой. Народная артистка СССР Лариса Сахьянова. Там потрясающая такое, как бы, трансформация. Вот эта интонация бурятской музыки, она гениально там трансформировалась и появилась в таком классическом варианте. Это, конечно, Книпер и Бау-Базарыч, они, конечно, очень здорово это сделали. Бау-Базарович Эмпилов творил в эпоху своеобразного пассионарного взрыва творческих сил Бурятии. То время родило беспощадно талантливых творцов во всех сферах искусства.
Это была любимая песня Бау Базаровича. В минуту раздумья он тихо-тихо про себя напевал эту песню, способную наполнить энергией самую бескрайнюю степь. Музыка Бау Ямпилова была песней трудящейся, развивающейся, обучающейся, мечтающей, стремящейся в светлое завтра Бурятии той эпохи. Его произведения чаще звучали в Москве и других крупных городах, в столицах республик всего Советского Союза. Это был его масштаб – заставить услышать Бурятию на всю страну. Но эхо степи, тайна вековой тайги, сила гор и улыбка Байкала звучали даже в его симфонических произведениях. Это пело в его душе его Кижинга. Я научился как-то вот в нашем народном стиле, что ли, работать. Бау Ямпилов дал вторую жизнь очень многим бурятским народным песням. Бурятская народная песня одноголосна. Откуда же было взять многоголосие кочевнику? Хушунда саганте хорин херемини хохала жархейн алда балда урагиен. Эту и другие песни Бау Ямпилова до сих пор поют в народе. клуб соғол мероприятиемен гуркуда хорюмен долатлы угундо жбайхада долат лажлашкы жбайхада долат нен надында теху болтарың ютагайкы соғларадлы долгын долдыгып дида кучидыгып ди. На всех праздниках, мероприятиях наш хор и певцы обязательно исполняют песни нашего великого земляка. Его песни легко поются и на сенокосе в степи, и на охоте в лесу. Они греют душу, веселят. Досуговый центр на малой родине Бау Ямпилова носит его имя. Когда-то вместо мраморной мемориальной доски на строящемся клубе повесили простую деревянную доску с его именем. Сегодня в Ушкайтинском клубе открыт музей знаменитому земляку. Бурятский тагыл, оригинальные шахматы, сувениры, личные вещи, предметы обихода, мебель – это все личные вещи композитора. К открытию досугового центра имени Бау Ямпилова в районном центре селе Кижинга мы назвали именем нашего славного земляка одну из новых улиц. Что приятно, на этой улице живут молодые активные семьи с крепкими хозяйствами. В планах у нас разбить аллею его памяти на улице Бау Ямпилова. Кто-то необычайно интересный музыкант, с моей точки зрения, может быть, не совсем профессиональный, что этот человек, наверное, даже еще не оценен, вот полную силу, какой он был, что, может быть, даже его можно поставить в ряд с Шнитке, Шостаковичем. Он где-то мог и выйти вообще каким-то быть универсальным, вот как вот музыка во всеобщем понимании, да, где уже нет национальности, но он был верен вот этому пентатонике, вот именно, да, своеобразные, которые присущи бурятской музыке. И он предан ей был, и он как бы вот никогда от нее не отходил и питался ей. То есть это в этом смысле настоящий патриот бурятской музыки. Урихан залухан зогезан ханара уярулы жаркейн алда балда зурехием. Имя Бау Ямпилова носит улица в самом центре города Улан-Удэ. Мемориальная доска установлена прямо под тем окном, где был кабинет самого композитора.
Это память народа и память республики. Его имя носит и воплощенная мечта самого Бау Базаровича Импилова – детская школа искусств для одаренных детей. Он хотел, чтобы у нас такая школа была по типу центральных школ, которые есть в городах Москве, Ленинграде. И вот в 1989 году такая школа была открыта. И сейчас эта школа является структурным подразделением колледжа искусств имени Чайковского. Основная задача этой школы не только дополнительное образование детей в области искусств, но и главная задача – это поиск одаренных детей с тем, чтобы после окончания этой школы они перетекли в контингент колледжа и стали студентами колледжа искусств. Это школа одаренных детей и отбирает только самых лучших, у кого есть музыкальный слух, он может там спеть какую-то ноту без инструмента. Учителя отбирают особенных, у кого есть абсолютный слух, голос и могут петь. В июне месяце мы всегда проводим конкурсные прослушивания, и лучшие из лучших поступают в нашу школу учиться. Украшением школы стало личное пианино Бау Базаровича Импилова. Оно здесь с первых дней, но главное украшение – это дети, отмеченные музой искусства. Но в школе обучаются дети только из города Улан-Удэ. И сейчас прорабатывается большой вопрос создания интерната для одаренных детей. Это тоже была задумка Бау Базаровича Импилова. У нас в районах республики живет очень много талантливых детей, у которых не у всех есть возможность обучаться в музыкальных школах. Вполне возможно, что где-то далеко, в далеком селе, который далеко от районного центра, сейчас уже растет юный Бау Импилов. Он помнил, что его судьбу предопределила встреча со знаменитым композитором Павлом Берлинским, этнографом-музыковедом и автором первой бурятской оперы «Баир». Он первым поднял вопрос о том, чтобы специальная школа была именно при училище. И он говорил о том, что вот в любом случае необходимо музыкальное образование ставить на самый высокий уровень. Вообще, это была его черта – смотреть в будущее и формировать его. Ведь он был не только выдающимся композитором, он был крупным общественным и государственным деятелем. Он интересовался и старался понять мнение молодых. Я слышал его высказывания вообще и об экономическом развитии, об общественном развитии, которое тогда шло в нашей стране. И было видно, что он над всеми этими вещами задумывается. Он хотел понять и такие фундаментальные проблемы и вопросы развития нашего общества. Он был чрезвычайно проницателен и мудр. Эта мудрость и умение заглядывать в будущее дали дорогу многим и многим людям искусства. Сочетание же всех особенностей, дарованных свыше, и отточенных талантов дали дорогу ему самому, композитору Бау Импилову. Бау Базарович, он был очень непростой человек. Он был такой, знаете,
Ну, я думаю, что вот сейчас я размышляю, думаю, вспоминая, он все хотел сделать на 5 с плюсом. Московский дом композиторов. Ранее он назывался Всесоюзный, потом Всероссийский, но суть, форма и содержание от этого не изменились. На втором этаже Дома композиторов находится один из самых престижных концертных залов страны, а может быть и всего мира. В фойе этого зала висят большие портреты самых знаменитых композиторов нашей страны. И на самом видном месте висит портрет Баба Базаровича Емпилова. Вот помню, что в этом ряду много самых знаменитых фамилий. Это и Дмитрий Дмитриевич Шостакович, и Дмитрий Борисович Кабалевский, и Родион Константинович Щедрин. Это говорит о том, что наш Баба Базарович, он, по сути дела, олицетворяет музыкальную культуру всей страны. Там случайных людей нет в этом ряду. Бау Емпилов, видимо, и сам знал, что он совершенно не случайный человек в этом мире. И совершенно не случайно он родился в местности, откуда изумительно хорошо видно гору, великий дух которого способен вдохнуть и гений, и аристократизм. То есть все было на высшем уровне. Я просто поражаюсь, где он это все видел, как себя вести, как достойно с людьми разговаривать, как говорить о своей республике, о людях, которые здесь живут, о творческих людях с таким достоинством. Потому что я рожден в Кижингинской долине. Элеонора Бау-Доржиевна Емпилова очень трепетно относится к памяти своего великого отца. Она бережно хранит все документы, фотографии, свидетельства. И на одной старой афише для концерта в Москве обнаружила слова, написанные рукой ее отца. Вот она, эта старая афиша. Вчитайтесь. Там написано: «За то, что я имею имя композитора, я обязан землякам моим кижингинцам. Благодарю вас». В день, когда Бау Емпилов ушел в тот мир, где никогда не бывает фальшивых нот, по его квартире промчалась шаровая молния. Это может быть чистой физикой и случайностью, но у человека, не случайно пришедшего в этот мир, случайностей быть просто не может, особенно в момент ухода. Это пришел отдать дань почтения сам он, великий дух священной горы Чилсана. Отдадим дань почтения и мы, великому сыну бурятского народа, маэстро земли Кижингинской.
Спасибо.